поставить, я вам нагрелась. Котлетку 3 будешь? котлеты. Доброе утро, Иван Григорьевич. Здравствуйте. Серега, доброе утро. Пожалуйста. Всем доброго утра. У нас доброе утро начинается по традиции с доброй яичницы, с добрыми котлетами, с добрыми... Еще варю. Яйца такие. Котлетный яичный день сегодня. Иван Григорьевич говорит, ему сегодня приснились лягушки. Да, ставили продольники на лягушек. На лягушек. Я не знаю. Попалось, нет? Сереге снился лось. Ему хорошо спалось, из-за этого приснился лось. Говорит, Хорошо надо спалось. его добыть. Говорит, блин, жалко, карабина не взял. Говорит, ладно, говорит, у Гена что там, ружье есть, пули есть, так что добудем. А мне ничего не снилось. Немножко было жарко, проснулся, футболка вся сырая, вот повесил сушиться. Хорошо иметь вторую футболку. Очень горячая избушка. Сколько часов? 8, получается, мы поспали. Просто шик и блеск. Вчера вечером посидели немного, мы тут за рыбацким. Сегодня проснулись, голова свежая. Вообще четко, как будто и не сидели. Как будто и не сидел. Да. Как будто... Баяна вчера не было, но посидели неплохо, поговорили, послушали музыку. Все было шикарно. Сегодня у нас что? По плану завтрак. И вперед упорно будем переставлять, будем проверять. Налима. Попробуем все-таки поймать ерша, наверное, да, тоже, Иван? Потому что, может, причина в ершах, может, на ерши бы насадили, мальков бы не трепали, налим там, может быть, и взял. Да. В общем, рыбалка продолжается. Наша жизнь в избушке продолжается. Всем приятного аппетита и до встречи на реке. Где нас только не носило сегодня. И там, везде уже успели пробовать. И на протоке, и на одном озере, и на втором. Вот пришли на то озеро, где у нас оставались 2 жерлицы. Вот, как мы видим, ручей уже почти затянуло. Небольшое осталось. И мы уже смело ходим по озеру. Пришли сюда мы за этими жерлицами. Это, во-первых, ну, естественно, попробуем, как, да, быть на озере и не попробовать. Да, конечно. Твои прогнозы, Иван Григорьевич, будет клевать сегодня? Должен ветер-то, блин. Нормальный ветер. Нормальный Мелочь. ветер? Мелочь будет клевать. Да? Крупного Да. нет? Крупный, не знаю. А мелочь будет вот снежок пошел, Не- сорогу. Не взяли с собой ни жерлиц, ничего, вот эти 2 Поймаю подни. сорогу. Все, сейчас мы будем отдалбливать, потому что здесь, когда был тонкий лед, я вот до сюда вот доходил и все. 2 жерлицы-то поймали. Вот почему она вот так вот лежит. Вопрос, конечно, интересный. Вот она вся. Вот так она. Кто-то ее трогал по-любому. Вот так она. Низ головы. И леска у меня шла. Леска где-то. Где-то она здесь. Вот леска. Сейчас мы это будем искать, что и где. Отдалбливать леску. Ну и вот еще одна жерлица у меня. Тоже мы ее поднимем, проверим. Ну все, не будем терять времени. Отдалбливаем жерлицы и пробуем. Попробуем окуня. Час-два, не больше. Потом поедем проверять палки на налим. Вчера переставили палок 15, наверное, переставили вообще рядом с открытым, рядом с полыней. Есть надежда. Но это будет позже, пока мы на озере. Все. Работать. Все. Я это сделал. Он продолбил тоннель во льду. Лед, в принципе, не так и толстый. Сантиметров 5 где-то. Я не знаю, кому вот это надо было делать. Кто? Скорее всего, я так думаю, была сработанная жерлица. Подойти не могли ввиду тонкого льда. И чем-то пытались, наверное, вытянуть. Он дошел до грузика. Вот он, мой грузик. Сейчас я здесь посмотрю, что тем временем вот я вижу 2 окуня уже возле Сереги. Окунь поклевывает, и это очень хорошо. Значит, мы сегодня попробуем здесь половить еще окуня. Так, ну, теперь же давай доведем дело до конца. До логического, так сказать, завершения. Вот он, грузик. Значит, где-то здесь, вот он тройничок, двойничок, то есть, он поводок это.
кто-то вытянул, получается, вон поводок. Само же оно не поднялось, сама жерлица. По-любому кто-то похулиганил. Вот. Опа. Я перекусил. Вот двойник. Блин, и пробилось уже. Сейчас я его могу утопить таким макаром. Все, достал. Достал все. Достал двойник. Перекусил только поводок. Вот он, перекушенный поводок, но это ничего страшного. Поменяем поводочек. И все. И пусть у того руки отсохнут, кто это трогает. Блин, столько времени потерял. Минут 20 я долбил, наверное, если не больше. Теперь еще вот эту леску все. Ну, леску-то бог с ними, я сейчас это оторву. Блин, нужно было в избе. Так, все, друзья, занимаемся жерлицей. Вот она. Смотрим ту вторую. И идем тоже ловить окуня. Вот, друзья, подошли ко второй жерлице. Как видим, ручей уже почти весь замерз. Вот осталось буквально там метров 5, наверное, открытого. Но здесь по-любому лед еще тонкий. Видать, недавно только затянуло в морозы. Так, а это стоит у нее сколько? Так и не сработало. Или там свистнули жильца, или что. Ладно, сейчас посмотрим. Сейчас мы посмотрим, что же там было. Ну, пусто. Вот и ответ того, почему не сработал флажок. Здесь, скорее всего, был малек. Его свистнули. Ну, раз мы уже продолбили здесь лунку, сейчас мы попробуем здесь на блесну. Сейчас мотаю и буду пробовать на блесну. Так, пока я занимался жерлицами, вот Серега уже вот таких 2 окуней вытащил. И у Ивана Григорьевича тоже 2 окуня. Вон. Хорошо берут? Не, слабоват. Еле-еле. Да. Серега, на мормышку тоже? Тут у вас лунок мало. Возьму бурю, я пробурюсь, наверное. А надо к концу ближе двигаться. А я сейчас этот конец тоже проверю. Тогда у меня здесь вот тоже поклевки были. Я сейчас лунок 50 быстренько пробурю. Лунок 50. Поехали бурить. А? А я все попробую сейчас. 50 лунок был мой план пробуриться, но пробурил 37 лунок. Употел. Вон, по обе стороны, где-то до середины озера. Недалеко от берега. Тут через каждые 5-6, где-то 7 шагов. Лед местами сантиметров 3, почему-то местами сантиметров 7-8 уже. Сейчас первым делом пробегусь блесной, а потом попробую мормышки, если на блесну не будет брать. Поехали. Поехали. Так, достаем блесну. Тут у меня мормышка закинута уже. И начинаем с первой лунки возле ручья. Здесь, правда, опасно, могут быть зацепы. Но здесь у меня на жерлице как-то попадала щука.
Так что есть шанс и на щучку нарваться, и на крупного окуня. Как вы видели, окунь не мелкий там. Все. Долго не будем задерживаться. Буквально по 5-7 забросов. Если окунь есть, если он голодный, он хапнет. Нет, так нет. Иначе мы тут до вечера будем сидеть. Наша задача сейчас главное пробежаться и с разведкой на голодного окуня. Найдем — хорошо. Не найдем, пробежимся еще с мормышечкой и поедем проверять Палкина наливов. Ну а если поклюет сегодня, придется Палкина наливов проверять с фонариком. Время уже ближе к обеду. Посмотрим. Так, пока поклевок нет, выключаемся. Рекламная пауза. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7-я лунка, и была первая поклевка. Такая робкая, еле заметная, но это была 100% поклевка. Кидаю блесну. 7-я лунка. Надо будет отметить. Остановиться здесь более подробно с мормышечкой, если что. Не хочешь — пошли дальше. Итак, мы обойдем все лунки, потом будем ловить на мормышку. Попробовать. Если на блесну будет, то есть поклевок не будет, достанем мормышечку. Но в первую очередь я, конечно, попробую все лунки на блесну, потому что рыбалка на блесну, окунь на блесну — самое любимое мое занятие. Обошел свои лунки одну сторону, одна поклевка только была. Подошел к Серегиной лунке, вот где Серега поймал 2 окуней, и он такого окушочка поймал, ударил в принципе сразу. И все. Одна поклевка, один окунь, и все. Друзья, помните вот эту полоску, что я на блесну говорил, надо на мормышку пробовать? 7-я лунка. Так вот, подошел с мормышкой, и сразу поклевка. Вот такой вот окунишка. Окунечек вот такой вот. На блесну не хотел, но мормышку взял сразу. Так что сегодня мормышка рулит, получается. Вот там Серега с Иваном штук по 10-то, наверное, уже подняли. По-любому там и там вот. Отсюда камера не видит, наверное. Ну а Кушкова они уже подергали. Жерлицы подняли, все, собрались. Иван Григорьевич, как настроение? Душу, блин, успокоил. Успокоил за 2 дня? Ну, хоть это, а что же, блин. Вон, Поклёвочка. вон такую кучку надергали. Сорожка. Вот одна сорожка. Начала, блин, много раз Окушки. поднимет. Тык. Я поймал 3 окуня только, и все. Серега 7, остальное Иван Григорьевич. Так. Вот такая кучка. Попрощаемся с озером до весны. До весны больше навряд ли сюда мы придем. Все. Направляемся на Печору. Проверять наши переставленные вчера палки. На них есть надежда. Ну и там тоже, если успеем, переставим. Успеть-то успеем, только с фонариком надо будет, наверное, да? За то, что хорошо рыбачили, я вам По яблочку. по яблоки мы По подарку, да? подарок новогодний. Дед Вот Мороз. так. Деда Спасибо. Мороза. Спасибо, Дедушка За Мороз. то, что хорошо рыбачили. Да? Молодцы. То, что хотя бы старались, да? Да, старались, но не клевал, так что ж. Ну что, озеро, и на том спасибо. Да, что хоть на озере побывать. Да. Все, погнали на Печору. Тоже не
надо много. Нам так Я хотел. пальцы отошли. Ага, а на руле бы как раз так вот было. Нормально. Сальце. Кольце мальце. Так, а я куда сразу? Стул ты не взяли? А вот он Тут стул. Тебе есть. Этот будете купить? Наверное, чай. Наконец-то отломим по одному булыгу. О, спасибо Ивану Григорьевичу. Отремонтировал стул. А то Вовка тогда сел, расслабился возле избы. Хрязь, блин, конечно, 115 килограмм. Это посвежее, чем... Вон, смотри, Да. Серега, вон, Иван я Григорьевич, ребро- раз, ребро уголок, жесткости два уголок, заварил, все. А так У меня такое дома тоже валяется поломанное. стул. Гена сломал. Я? Я не ломал. На Кедровкады на охоте весной сел, помнишь? Развалился в шалаше. Не помню. Шалаш сел мой, хрясь и приносишь мне, он сложился полностью. Не помню, не помню. Врет, по-любому врет. Наговаривает. Было. Ну, может, было. Гена, но нет. Или... Ой. Меня-то выдерживает, я-то 90 килограмм. Да, а он, 90. а он 90. Ну, может, При больше. росте 1,90 м. Я не 1,90 м, 1,80 м. Правильно. А как будто бы 1,90 м, да? Да, да. Это у меня каблуки. Я уши закрою, уши торчат. А. Такое, я зато слышу, буду как заяц, так ворочишь. Как лось, да? Да, ворочишь Как-то. ухом, Так. а вдруг Чё, лось Геныч, наливай подкрадывается. Я? Да, киш, Всё, пока киш. я налью Чисто. тут. Этот преломлять-то будете тоже? О, Да, это да, хватит, Сава, достанем. хватит, а то... Иван Григорьевич, Ас. расскажи анекдот про... Нам ты уже рассказал, а зрителям про мужика в шубе-то. Ай, Да расскажи, что тут, нормально, все свои. ну ладно, чё. Погромче Вот, только, а то дальше. Да, мужики собрались, выпили, короче, ну и привели там девку вольного поведения, Путану. Путану, и ее напоили, короче, ну и там все занимались, потом, а у одного это медведь был домашний. Он говорит, давай это, пустим к ней медведя. Ну и пустили медведя. Она пришла в себя и кричит, все уходите нафиг отсюда, все! А ты, тот в шубе пусть останется. А ты, мужик, в шубе оставайся. Да, а ты в шубе оставайся. Так что, Так что, ну, за рыба. Так что, видимо, медведи-любовники еще те, да? так что у него получилось лучше, чем у этих. Мужиков, да. Ну, они что пришли? Любовницы, они же пить. Так что, ага. Мы ведь тоже с Серегой там 2-3 окуня поймали, а он, Григорьевич, натягал, мужик в шубе. Да. Ну, за понимание. За мужика в шубе. Опыт есть, значит. Дай Бог. Может, я, наверное, уже это, лет 68-то точно рыбачу. А, очень вкусно. 68 лет рыбачит, да? Ужас. Тут сейчас, наверное, 70% людей не доживают даже до этого да. возраста, да? Да уж. А я что? Может, потому и не доживают, что не рыбачат так. Возможно. Разрядку организму не дают Не никакой. надо засиживаться на одном месте. Ты думаешь, что мне так легко ходить по этим баланам? А если, У меня А если назад го- тянет. а если год не походишь, на следующий год еще хуже будет. Да. Я тебе что и говорю, не идешь вот от дома к Сало, да? колодцу Все классное. воды набрать, потом не будешь от дома к воротам ходить, потом еще ближе, а потом выйдешь на порог, посмотрел и нафиг домой, все. Это спасибо моим соседям. Они такое изумительное сало делают. Просто супер. Оно какое-то варено-копченое в луковой Да. шелухе. Вакуумные упаковки делают, да? Но вакуумное запечатывают обязательно. Без вакуума оно, если откроешь вакуум и в тепле, оно испортится, потому что оно вареное. А так вот оно хоть... Я вот... Они делают, ну, не постоянно, а так вот. Я попрошу, они делают, я сразу 3-4 таких бруска покупаю. А то и 6 В бывает. морозилке держишь, да?
Ну я тогда, день-два надо в холодильнике, чтобы оно остыло, но чтобы оно впиталось, это все свое приправы. А потом замораживаю. Говорят, нежелательно, оно не испортится. Ну, я, чтобы уже для гарантии замораживаю. И потом вот так режешь, оно во рту тает, вкусно, не надо жевать. Классно, классно. А я не люблю, я не могу. Вареное? Да, я не могу просто так смотреть на сало. Я неравнодушен к салу. Как этот говорит, ну что, наливать выпьешь? Он, не могу, не могу. Что не могу? Не могу отказаться. Не могу поднять ногу, да? Мгм. Это как? В жизни живешь, надо все делать. В жизни надо все попробовать, да? Просто ты же не во вред людям только. И не во вред себе, так. Для... Ну, себе-то можно чуть-чуть повредить, Ну, не сильно. не сильно. Ну, чтобы ты не обиделся на себя, а так. Можно. Себя можно и погонять. Обед мы сегодня заработали, да? Ну, конечно. Мы вон сколько прошли. Можно вечерком уху, наверное, будет сварить, да? Можно. Легко. О, синичка. Иди сюда к нам. Синичка. Будешь знаменитостью. Путь. Путенька. На. На. Тип. Тип. На. Ах ты. Цыпа. О, Цып. Сейчас, Иди, сейчас, не- сейчас. Она же осмелится, дикая. осмелится. не бойся. Цып. Сейчас увидим. Синицы, говорят, сало любят, да? Шматок. Тут еще есть немножко. Да. Шматок А ей оставим. хватит как раз, если несет. До весны. Да. Чтобы до весны прожить. Здесь тоже наш участок был, вот это все мы выкашивали тут, там вот за это хулига. Как вспомнишь, что это выносили сушить туда на луг, На гриву. потому что большие угодья у совхоза были, а нам кулига, Да. не кулига, вот это. Здесь это почему-то тоже это доставалось косить. А? Тоже отсюда вот этот угол весь вытаскивали туда. На лугу. А, блин, чтобы она увидела, что это пища. О, красотуля, иди сюда, иди. На. Путь. Тут-то везде деревья, не сохнет сено. О, молодец. А, Пришла? молодец. О, сидит, наверное, уже в кадре была, наверное. Вот она сзади. Синичка. Путь. Ей на пару дней хватит, пока А. снегом не заметет А. то, что мы накрошили. Конечно. Природа как разукрасила, да? Ох ты, зря махнул. Испугал? Ей надо первую крошку взять, потом она все перенесет себе. Котлетка Запах. есть еще, да? Угу. Котлеты вообще изумительные. А. Это мой сосед делает. А тут твой сосед. Да. По бухту. Нет бы сказать, это делает жена у Сереги. Здесь чувствуется женская рука. Серега. Кто делал? Она помогает. Делаю я. А командует? Помогает. Все равно командир нужен в любом деле. Так, Улетела, что ли? а чай вот это, да? Ну этот вот холодный мой, Мгм. это я запиваю, а вот это вот горячий тебе налил. Спасибо. Чабреца, конечно, нету больше. Я и без понятия пью чай с каким-то привкусом. Потом уже пачку прочитал, смотрю, с чабрецом. Да, А в интернете забил, чабрец оказывается полезный, он много всего. я искал это с чабрецом, не нашел. Озерчай. Нашел. Озерчай, белая упаковка такая, Ну. что в магните по акции было. Я взял сразу упаковку. Он Вот смотрю, с Ну чабрецом. пакетики, да? чабрец, Пакетик, да. чабрец убивает тоже микробы. Микробы. У меня мать все время, когда бочка под огурцы, засаливать огурцы, она наберет чабреца, у нас его много. И
пару ведер кипятка. И он стоит у бочки. И бочку моет этим чабрецом. Дерево это бочка деревянная под огурцы. Набирается вот этого запаха. Потом это все выливает, туда накладывает огурцы, заливает водой и солит. И не получается вот это сверху, нету этого белого. Вот так ты засолишь, выходит осуга это белая. Надо каждую неделю мыть эти кружки, которые ты прожимаешь. А там с чабрецом нет. Ну, тоже какое-то время, там до весны. А весной, как только потеплело, опять надо мыть. Но Да. аромат хороший. Что, за раз огурцов. заливаю, да? Да, Если влезет. да, если влезет, если войдет так. Ох ты, блин, так. Маме слика тоже... Это, Сергей, это маме слика тоже ломанули, был слика раз. белый. Это поросенок был белый. Беляк. Ага, белый. Хряк, беляк. Мгм. Это еще про волосок. Вспомнил это еще анекдот. Тоже. Короче, отец с сыном спорит. Тот придет, молодой, ну отец же в годах, пожилой. Тот придет с танца там, ну, с гулянки вот этой, с кем спал там. Отец его так обнюхал, у Машки был. Тот, откуда он знает? На завтра приходит, отец опять обнюхал, о, в Клаудии был. Елки-палки. Этот молодой думает, ну точно угадывает все. На третий раз приходит. О, Марина, на краю села, которая. Да, тут ебут твою мать. А потом этот идет, пасется коза. Он взял с этого волос, с хвоста ей, вырвал, принес ему тот. И так нюхал, нюхает, и говорит, вот ты, какая-то новая Б появилась в деревне. Я думал, сейчас он еще и козу попробовал. Тот уже специально, чтобы как разыграть его, ну, узнать, откуда ты знаешь все, он всех знал по запаху. А он тут козу выдрал. На, тот и так нюхает, и сел, сидя, и стоя, и... Ну это видишь про мужика такого, который всех попробовал. Да. А есть похожий анекдот, ну, про баб. Три Ага. бабы идут, смотрят, мужик пьяный валяется. Темно, свет не горит. Кто такой, говорит, блин. А сейчас бы узнаем. Одна раз в штаны залезла, смотрит, чупает. Не мой. Блин, не мой. Это, говорит, не с нашего подъезда, блин, мужик. Да ладно, говорит. Вторая раз, чупает. Так он не с нашего дома, блин. Третья берет, чупает. Баба, да он вообще приезжий, блин. Он не с нашего города. Ну иди, давай иди, бери. У каждого опыта больше, да. Так, ну что, за опыт, Да. Пойдем сейчас Иван Григорьевич? Да. Сейчас я хотел- заново учиться налима вытаскивать пойдем. Да. Ну. Сильно с вчерашнего дня не замерзло, так что по-быстрому эти Ну, проверим. за налима. Пока светло, может, покажем, как Серега налима вытаскивает. Сегодня сам будешь вытаскивать все. Я буду снимать только не на эту маленького. камеру. Да. Только не маленького, большого вытаскивай. Крюк приготовим, чтобы крюком нагать. У Ивана Григорьевича Алтай собака была. Собака подходит к лунке. Так, Геннадий, эту палку я проверяю. Алтай у меня указал на налима. Вытаскивает, блин, налим. Да, он стоит там. Потом проверяю, там где-то попадает, где-то нет. Так, Геннадий, эту оставь, эту опять я проверяю. Вытаскиваю, опять А налим. может собака вибрацию чувствует, что там что-то шевелится? Лает. Да. Она выходит, лает, блин, на Не, налима. ну я понял, но фактом то, что, видимо, что-то чувствует этот. Да хрен его знает, там что, чувствует они. Да. Чувствуют, Но но с мешка смешка очень хорошо чувствует. это Мешок пускай. алюминький закрутили, все, подходим, вот такая дыра. тетерева выгрыз. Косача сожрал, блин, и пол налима отгрыз с хвоста вот такого 2-килограммового, наелся и лежит. А Прикольно. еще не просто лежит, у меня еще, ну это,
куртка или что-то было, помнишь, скинул? Ну. Он скинул с корыта Букс, букс, да, и куртку, на куртку. лег на куртку и лежит. На снегу. Я говорю, о, у тебя собака. Вот, смотри, молодец, синичка молодец, кушает. молодец. Все. Все, крошку съела и Ну съела. все, она сейчас уже не улетит, она тут будет. Собака, ладно, она больше нормы не съест, так скажем. Я удивился, что норка, да, как-то это... Бардачок в казанке полностью не прикрыли. Утром спускаемся, смотрю, под песку следы. Волоком что-то, короче, таскано. Бардачок открываю, 3 утки было. Все 3 унесла. Норка? Да. Я потом по следам что-то Ну, там одну, по-моему, нашел, а 2 так и не нашел. Вот Куда-то где она- травой заросшие, они там где-то прячут. Да. Всех 3 унесла, как будто бы всех 3 съест, да? А как она с бардачка-то вытаскивает? Немножко приоткрыт был. Не, бардачок. с лодки-то тяжело с бардачка вытаскивать. Не, почему? В казанке-то что там? Не знаю, как она, как-то умудрилась вытащить. Нет. У нас тоже. Бардачка да. вытащила, Я понял, а а- как запрыгивает с уткой, Ну, видимо- она утка тяжелее ее, блин. Видимо, этот, как его, на чем сидишь? Вот, На сидушку, На сидушку а потом и туда. по да. борту. А по песку У нас видно, же прям как? волоком тащила. У нас же как, по борту. Так по весу эта Залезла. утка, наверное, так же, как эта. Жадная, короче, норка. На синица вон она. А, молодец. Сюда лети. Вокруг летает. Ты иди сюда, покажись. Вон. Она знает, что мы ее не обижаем. Так, ну что, пообедали. Поехали проверять налимов. Чай попить.